Дверь в кухню распахнулась без стука, и на пороге появился он, мой сын. Его взгляд, лихорадочный и пустой, метнулся по комнате, а в руке я увидел до боли знакомый пузырек. Тот самый, что мы с Анной нашли у него в квартире всего несколько часов назад. Он сделал шаг ко мне, и в этот момент я с леденящим ужасом понял. Он пришел, чтобы закончить начатое. Меня зовут Михаил Петрович Сергеев. Мне 58 лет. И еще вчера я думал, что мой единственный сын — моя главная опора в старости. Сегодня я знаю, что он — моя главная угроза. И я до сих пор не могу осознать, как жизнь, такая простая и понятная, могла за одну ночь превратиться в этот кошмар, в этот тихий, вязкий ужас, от которого нет спасения. Моя история, как предупреждение другим родителям, начинается 3 месяца назад. 3 месяца, за которые я прошел путь от безмятежного спокойствия до осознания того, что твой собственный ребенок может стать твоим палачом. Вчерашний день начинался, как сотни других до него. Обычный ноябрьский день, серый и промозглый, когда небо над Рязанью висит так низко, что, кажется, вот-вот прижмет к земле. Я вернулся из автомастерской, где подрабатываю полставки. В мои 58 с тяжелой работой уже не справиться. Но руки еще помнят дело, и молодежь ценит мой опыт. Скинул промасленную куртку, поставил чайник и достал свою любимую чашку. Старую, с отбитой ручкой, но хранящую тепло рук моей покойной Маши. За окном медленно сгущались сумерки. Я сидел за кухонным столом, прихлебывал обжигающий чай и смотрел на свой маленький садик, на голые ветви яблонь, чернеющие на фоне серого неба. Этот дом в тихом пригороде на улице Полевой достался мне от родителей. 2 крохотные комнатки, кухонька, где мы сейчас и сидим, и веранда, увитая диким виноградом. Здесь прошел каждый день моей жизни. Здесь родился и вырос мой Дима. Здесь мы были счастливы с Машей. Здесь все дышало воспоминаниями. Я и не думал, что мой дом, моя крепость, когда-нибудь станет местом, которого я буду бояться. В кармане завибрировал телефон. Я вытер руки о старое вафельное полотенце и ответил, не глядя на экран. «Алло? Пап, это я!» Голос Димы, как и всегда в последнее время, звучал ровно, почти безэмоционально, будто он говорил не с родным отцом, а зачитывал сводку погоды. «Димочка, здравствуй. Как ты? Все в порядке на работе?» — спросил я, пытаясь зацепиться за привычную нить разговора, хотя внутри уже все сжалось в тугой холодный комок. Я знал, что сейчас последует. «Да, все нормально», — коротко бросил он, и тут же, без паузы, прозвучал тот самый вопрос. «Пап, ты один сейчас?» Сердце пропустило удар, а потом забилось часто-часто, как пойманная птица. 92 дня. 92 вечера подряд, ровно. В 21 час 15 минут он задавал мне этот вопрос. И каждый раз я отвечал правду. «Да, сынок, один». И каждый раз он тут же вешал трубку, не попрощавшись. Те несколько раз, когда у меня действительно кто-то был в гостях, и я честно об этом говорил, Дима взрывался градом вопросов. «Кто? Зачем пришел? Надолго?» Его голос становился напряженным, требовательным. Но в этот раз что-то внутри меня, какой-то древний отцовский инстинкт, кричало «Солги». Я сам не понял, почему, но я послушался. «Нет, сынок, не один», — ответил я, сжимая телефон так, что побелели костяшки.
Голос мой, к удивлению, прозвучал спокойно. «Анна Сергеевна заехала. Кофейку выпить». На том конце провода повисла тишина. Короткая, но такая оглушительная, что я слышал, как гудит кровь в ушах. «Анна Сергеевна?» — переспросил он, и я услышал, как изменился его голос. В нем зазвенел металл, появилась скрытая угроза. «Орлова? Адвокат? Что она там делает?» «Да так, с бумагами на дом помогает разобраться». Импровизировал я на ходу, чувствуя, как по спине поползли мурашки. «Сама знаешь, эти налоги, кадастры, вечно я в них путаюсь». «С какими бумагами? О чем вы говорите?» Его голос становился все более резким, настойчивым. «Да ни о чем важном, Дим, просто старые дела, купчие, то сё». Я пытался говорить как можно беззаботнее. «А что, ты что-то хотел?» «Нет», — отрезал он. «Ладно, поговорим завтра». И повесил трубку, как всегда, без прощаний. Я опустил телефон на стол, чувствуя странную смесь облегчения и нарастающей тревоги. Впервые за 3 месяца я нарушил этот странный ритуал. И реакция сына меня по-настоящему напугала. Я подошел к окну. Сумерки окончательно сменились темнотой. В свете одинокого фонаря кружились первые робкие снежинки. Никогда не думал, что мне придется защищать этот дом, эти стены, хранящие память о моих родителях, о моей жене, от собственного сына. Я родил его, когда мне было 26. Его мать, Светлана, уехала в Москву, когда Димке исполнилось 7. Сказала, что ищет лучшей жизни. Больше мы ее толком и не видели. Я растил его один, как умел. И мне казалось, я справился. Сын всегда был тихим, умным, наблюдательным мальчиком. Закончил экономический, устроился на хорошую работу в страховую компанию в Рязани. Мы виделись по воскресеньям, созванивались. Все было как у людей. Нормальные отношения взрослого сына и стареющего отца. До этих проклятых 3 месяцев. Все началось с мелочей. То я не мог найти свои очки, которые всегда клал на тумбочку, а находил их на кухне. То документы в ящике стола лежали не в том порядке. Я списывал это на возраст, на собственную рассеянность. 58. Не мальчик уже, память подводит. А потом начались эти звонки, ровно в 21:15, каждый вечер. «Пап, ты один?» Я пытался его расспрашивать, зачем ему это, но Дима всегда уходил от ответа. Говорил, что просто беспокоится, не хочет, чтобы я был один в своем возрасте. Его забота казалась странной, навязчивой и холодной. В его голосе не было тепла. Только этот сухой деловой контроль. Стоя у окна и глядя в чернильную темень, я чувствовал, как внутри зарождается страх. Неясный, липкий, как паутина. Я не знал, что именно происходит, но понимал. Ложь, которую я сказал сыну сегодня, была не просто ложью. Это был мой первый выстрел в этой странной необъявленной войне. И я понятия не имел, каким будет ответный удар. Та ночь после звонка была длинной. Я почти не спал, ворочался, прислушиваясь к каждому шороху за окном. Шорох ветки по стеклу, скрип старой половицы, далекий лай собаки. Все казалось зловещим предзнаменованием. Я вставал, подходил к окну и вглядывался в темноту двора, пытаясь разглядеть тень, которая, как мне казалось, пряталась за старой яблоней.
но там никого не было. Или я просто не мог никого разглядеть в этом вязком непроглядном мраке. Утром, не выспавшийся, с тяжелой головой, я пытался убедить себя, что все это плод моего разыгравшегося воображения. Старею, нервы ни к черту. Но ощущение липкого, необъяснимого страха не отпускало. 2 дня прошли в относительном затишье. Дима не звонил. Эта тишина была страшнее его странных звонков. Она была как затишье перед бурей, напряженная до звона. А потом случилось то, что заставило меня отбросить все сомнения. Я вернулся с работы, решил подкрутить кран на кухне, давно капал, раздражая монотонным стуком по ночам. Открыл свой старый ящик с инструментами, с которым не расставался лет 40, и замер. Все было перерыто. Инструменты, которые я всегда раскладывал в строгом известном только мне порядке, были свалены в кучу. Я начал проверять. Не хватало самого большого разводного ключа. Я перерыл все. Заглянув в каждый угол мастерской, ключа не было. Я точно помнил, что никому его не одалживал. В тот же вечер я обнаружил второе. Ящик стола в моей комнате. Тот самый, где я храню все важные документы. На дом, свидетельство о рождении, паспорт. Был приоткрыт. Всего на сантиметр, но я был абсолютно уверен, что закрывал его. Сердце снова заколотилось. Я открыл ящик. На первый взгляд все было на месте, но я знал, как они лежат. Папка с документами на дом всегда была снизу, сверху — мои личные. Сейчас все было наоборот. Кто-то рылся в моих бумагах. Кто-то, у кого был доступ в мой дом. В этот момент отрицать очевидное стало невозможно. Это не моя рассеянность. Это не игра воображения. В моем доме, в мое отсутствие бывает кто-то еще. И этот кто-то — мой сын. Решение пришло само собой. Гадкое, унизительное, предательское по отношению к собственному ребенку, но единственно возможное. Я должен был знать правду. Я позвонил своему старому приятелю, Коле Иванову. Он держит небольшую контору по установке систем безопасности. «Коль, привет. Это Миша Сергеев. Слушай, дело есть. Деликатное. Нужны камеры. Маленькие, чтобы в глаза не бросались». Коля вопросов задавать не стал, за что я ему был благодарен. На следующий день он приехал, привез 2 крошечные камеры размером с наперсток. Одну мы установили в гостиной, на книжной полке, замаскировав среди старых фарфоровых статуэток. Вторую — в прихожей, направив прямо на входную дверь. Коля показал мне, как смотреть записи с телефона. «Просто нажмешь сюда, и все увидишь, Петрович. Дай бог, чтоб не пригодилось», — сказал он на прощание, с тревогой глядя мне в глаза. Первая ночь прошла спокойно. Я проверял записи каждые полчаса, но на экране была лишь темная, неподвижная картинка моего дома. Вторая ночь — то же самое. Я почти начал верить, что я параноик, что все это мне привиделось. На 3-ю ночь я проснулся от резкого внутреннего толчка. Было 3 часа ночи. В доме стояла мертвая тишина. Я встал, обошел комнаты, выглянул в окна. Ничего. Все было как обычно. Я лег обратно, но уснуть уже не мог. Утром, едва дождавшись рассвета, я дрожащими руками взял телефон и открыл приложение. И то, что я увидел, остановило мое сердце. Время на записи 2 часа 37 минут ночи. Входная дверь медленно, без единого скрипа открывается.
На пороге появляется темная фигура. Это Дима. Он входит, прикрывает за собой дверь, и на цыпочках, как вор, движется по коридору. В руках у него фонарик на телефоне, который он тут же гасит, ориентируясь в темноте так, будто находится у себя дома. Он проходит в мою комнату, где стоит стол. Я вижу на записи, как он выдвигает тот самый ящик, достает мои документы, раскладывает их на полу и начинает фотографировать на телефон. Лист за листом. Паспорт, свидетельство о собственности, какие-то банковские выписки. Потом он также аккуратно складывает все обратно, но уже в другом порядке, и задвигает ящик. А затем происходит самое страшное. Он подходит к двери моей спальни. Медленно, с бесконечной осторожностью он приоткрывает ее ровно настолько, чтобы можно было заглянуть внутрь. И он смотрит. На записи я вижу его неподвижный силуэт в дверном проеме. Он просто стоит и смотрит на меня, спящего. Минуту. Целую. Бесконечную минуту. Потом также бесшумно прикрывает дверь и уходит, закрыв за собой входную дверь на ключ. На ключ, которого я ему никогда не давал. Я сидел на кровати, телефон выпал у меня из рук, меня бил озноб. Воздуха не хватало. Мой сын, мой Дима, пробирается ко мне в дом, как вор, пока я сплю. Фотографирует мои документы и смотрит на меня. Зачем? Что он ищет? Что он задумал? Я чувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Мир, который казался мне таким прочным и понятным, рассыпался на куски. В голове билась только одна мысль: я не могу справиться с этим один. Я нашел в записной книжке номер Анны Сергеевны Орловой. Она была не просто адвокатом. Она знала нашу семью много лет, помогала мне с оформлением наследства после смерти родителей. Умная, решительная, единственная, кому я мог сейчас довериться. «Анна Сергеевна, здравствуйте. Это Михаил Сергеев. Нам нужно срочно встретиться. Мы договорились встретиться в небольшой кофейне в центре, подальше от моего дома и от офиса Димы». Я сидел за столиком у окна. Руки мои дрожали так, что я не мог удержать чашку. Когда Анна вошла, я, наверное, выглядел как человек, увидевший призрака. «Михаил Петрович, что случилось? На вас лица нет». Я молча протянул ей свой телефон и нажал на воспроизведение. Она смотрела запись, и ее лицо становилось все более серьезным. Ее брови сошлись на переносице, губы сжались в тонкую линию. «Господи!» — прошептала она, когда видео закончилось. Это очень серьезно, Михаил Петрович. Это не просто незаконное проникновение. Это что-то гораздо хуже. Что еще происходит?» И я рассказал ей все. О ночных звонках, о пропавшем ключе, о переложенных документах. Вспомнил и еще одну деталь, которой раньше не придавал значения. Месяца 4 назад Дима попросил у меня в долг крупную сумму — 500 000 рублей. Сказал, на какое-то срочное вложение, обещал скоро вернуть. Я дал ему деньги, не задавая лишних вопросов. Он мой сын, я ему доверял. Теперь эта деталь приобретала новый, зловещий смысл. «Анна, что мне делать?» — спросил я, мой голос сорвался. «Я не понимаю, что происходит. Может, у него проблемы, игромания, наркотики?» Анна взяла мою руку, ее прикосновение было твердым и уверенным, и это немного привело меня в чувство. «Мы должны это выяснить, Михаил Петрович, и как можно скорее. С юридической точки зрения мы можем подать заявление в полицию уже сейчас. Но я думаю, сначала нужно понять его мотивы, понять, что он замышляет». Она посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде не было ни капли жалости, только стальная решимость.
У вас есть доступ к его квартире. Запасной ключ. Что-нибудь. Идея показалась мне дикой. Пробраться в квартиру собственного сына. Но потом я снова вспомнил его силуэт в дверях моей спальни, его холодный, оценивающий взгляд. И я понял, что она права. Правила игры изменились. «Да», — признался я с тяжелым сердцем, — «у меня есть ключ». Он сам мне его дал, когда переехал. На всякий случай. «Хорошо», — кивнула она. «Тогда мы едем туда. Прямо сейчас». Дорога до Диминой квартиры показалась мне вечностью. Он жил в новой многоэтажке на другом конце города, в безликом панельном доме, каких сейчас тысячи. Я сидел в машине Анны, сжимая в потном кулаке ключ, и смотрел на проносящиеся мимо улицы. В голове не было ни одной связной мысли, только гулкий, пульсирующий страх. Я, Михаил Сергеев, бывший инженер, человек, проживший честную и простую жизнь, сейчас ехал вскрывать квартиру собственного сына, как последний вор. От этой мысли к горлу подкатывала тошнота. «Михаил Петрович, соберитесь». Голос Анны звучал ровно и твердо, возвращая меня в реальность. «Мы ничего не тронем, только посмотрим. Мы должны понять, что происходит, чтобы защитить вас». Ее спокойствие действовало. Я кивнул, пытаясь дышать глубже. Мы поднялись на 3-й этаж. Лестничная клетка была пустой и гулкой. Я подошел к двери, на мгновение замер, собираясь с духом, а потом вставил ключ в замок. 2 оборота. Дверь тихо открылась. Квартира встретила нас идеальным, почти стерильным порядком. Дима всегда был аккуратистом, эту черту он унаследовал от меня, но в этой упорядоченности было что-то неживое, холодное. Воздух казался спёртым, тяжелым. «Начнем с рабочего стола», — шепотом предложила Анна, указывая на угол гостиной. Мы подошли к столу. На поверхности в идеальном порядке лежали бумаги, но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, дела у моего сына плохи. Очень плохи. Сверху лежали просроченные счета за квартиру, кредиты, письма от коллекторских агентств, написанные сухим, угрожающим языком. Анна стала аккуратно кончиками пальцев перебирать документы. «Боже мой!» — прошептала она, показывая мне один из листов. Это был банковский отчет. Минус 2 300 000 рублей. «Михаил Петрович, вы знали об этом?» Я молча покачал головой. Меня словно оглушили. 2 с лишним миллиона. Откуда? Тот займ в 500 000, который он взял у меня, был лишь каплей в море. Под счетами мы нашли и другие документы, договоры займов от микрофинансовых организаций под безумные проценты. Мой сын был по уши в долгах. Он тонул, и я этого даже не замечал. А потом мы нашли то, что заставило кровь застыть у меня в жилах. Среди бумаг лежал нотариально заверенный бланк, генеральная доверенность на имя Дмитрия Михайловича Волкова на право распоряжения всем имуществом, принадлежащим Сергееву Михаилу Петровичу. И внизу, на месте моей подписи, стояла неумелая, корявая подделка. «Это фальшивка», — прохрипел я, чувствуя, как слабеют ноги. Я никогда такого не подписывал. «Это грубая подделка», — подтвердила Анна, внимательно изучив документ. «Любой эксперт это определит». Но он готовился, Михаил Петрович. Он готовился завладеть вашим домом. Я оперся о стол, чтобы не упасть. В голове не укладывалось. Мой тихий, умный мальчик. Коллекторы. Долги.
подделка документов. Но самое страшное ждало нас в верхнем ящике стола. Анна осторожно выдвинула его. Внутри, рядом с пачкой чистых листов, лежал маленький аптечный пузырек без этикетки. Внутри плескалась прозрачная, как вода, жидкость. Рядом с ним лежал распечатанный из интернета лист с подробным описанием действия каких-то седативных препаратов, дозировок и их влияния на пожилых людей. «Михаил». Голос Анны дрогнул. «Нам нужно уходить отсюда и немедленно звонить в полицию». В этот самый момент в кармане моей куртки завибрировал телефон. Я судорожно вытащил его. На экране высветилась Валентина Ивановна, моя соседка. «Алло, Валентина Ивановна, здравствуйте. Миша, прости, что беспокою». Ее голос в трубке звучал встревоженно. «Я к тебе зашла, потому что газом запахло вроде как. Нашла тут что-то странное у тебя на кухне у плиты. Думаю, тебе надо срочно приехать». Я почувствовал, как ледяная волна поднимается от пяток к затылку. Я показал телефон Анне. Ее лицо побелело. «Уходим, живо», — скомандовала она, быстро фотографируя на свой телефон документы, долговые расписки и пузырек с инструкцией. Это хуже, чем я думала. Гораздо хуже. Мы выскочили из квартиры, забыв про осторожность. Пока мы спускались по лестнице, мой телефон зазвонил снова. На этот раз это был Дима. Сердце ухнуло куда-то в пропасть. Время было всего 3 часа дня. Он должен был быть на работе. «Пап, привет!» Его голос был странно спокойным. «Ты где? Я заезжал к тебе, а тебя нет». Страх парализовал меня. Он был у моего дома. Он искал меня. Я с Анной Сергеевной, выдавил я, цепляясь за ложь, сказанную накануне, как за спасательный круг. Мы по юридическим делам. Где? Настойчиво перебил он. Мне нужно срочно тебя видеть. Я посмотрел на Анну. Она отчаянно замахала руками, беззвучно шепча «нет». Мы в ее офисе. Заняты сейчас, Дим. Давай позже созвонимся. Наступила долгая пауза. Ладно, сказал он наконец. Неважно. Поговорим вечером. И повесил трубку. И в этот момент я понял. Ложь, сказанная вчера вечером, спасла мне жизнь. Она нарушила его план. А сейчас, когда мы неслись на машине Анны к моему дому, меня мучил только один вопрос. Что именно мы прервали и что ждет нас по приезде? На часах было 3:15. Меньше чем через 6 часов мой сын снова позвонит мне с вопросом, один ли я. И на этот раз я знал, что мой ответ будет стоить мне жизни. Мы примчались к моему дому за 15 минут. Валентина Ивановна, пожилая женщина с добрым морщинистым лицом, ждала нас у калитки. Ее руки дрожали. «Миша, слава Богу, приехали». Я уж не знала, что и думать. «Что случилось, Валентина Ивановна? Вы в дом заходили?» «Зашла, прости уж за самоуправство. У тебя же ключ от меня есть на всякий случай, вот и я твой храню». Запах странный почуяла. Вроде газ, а вроде и нет. Испугалась за тебя. Мы вошли втроем. В доме, казалось, все было как обычно, но соседка сразу повела нас на кухню. «Вот, смотрите», — сказала она, указывая за газовую плиту. Я присел на корточки.
К основной газовой трубе было прикручено небольшое устройство с цифровым дисплеем. На экране горели цифры 3:00. «Это таймер», — сказала Анна, осматривая его, но не прикасаясь. «Похоже, он запрограммирован на 3 часа ночи». «Запрограммирован на что?» — испуганно спросила Валентина Ивановна. Я осторожно проследил за тонкими проводами, идущими от таймера. Они были подключены к дополнительному вентилю, которого раньше здесь точно не было. «Чтобы открыть газ», — ответил я, и голос мой прозвучал глухо и чуждо. «В 3 часа ночи, пока я сплю». Мы переглянулись. Вся чудовищная картина сложилась воедино. Мой сын не просто пробирался ко мне в дом. Он установил механизм, чтобы убить меня во сне. Тихо, без шума, чтобы все выглядело как несчастный случай. «Нужно звонить в полицию», — сказала Анна, доставая телефон. «Подожди», — остановил я ее. Мне самому было трудно поверить в то, что я говорю. Нам нужны более веские доказательства. Если мы обвиним его сейчас, он может от всего отказаться. «Миша, каких еще доказательств ты хочешь?» В ее голосе звенело отчаяние. «Это покушение на убийство». «Я знаю», — прошептал я. «Но я хочу понять все. Зачем? Я должен быть уверен, прежде чем уничтожить его жизнь». Анна посмотрела на меня с мукой и сочувствием. «И что ты предлагаешь?» «Пузырек», — сказал я. «Пузырек, который мы нашли в его квартире. Мы должны знать, что в нем». Валентина Ивановна, которая с ужасом слушала наш разговор, вдруг вмешалась. «Я знаю, кто может помочь. Мой племянник Федор. Он экспертом-криминалистом работает в областной лаборатории. Если дело срочное, он может посмотреть. Неофициально». «Это было бы идеально», — сказала Анна. «Но сначала давайте задокументируем это». Она сделала несколько снимков устройства со всех ракурсов, а я, стараясь унять дрожь в руках, осторожно отсоединил его от трубы. Мы положили таймер в пластиковый пакет. «Ты не можешь оставаться здесь сегодня, Миша», — твердо сказала Анна. «Это слишком опасно. Можешь у меня переночевать», — тут же предложила Валентина Ивановна. «Комната сына пустует». Я покачал головой. «Я должен быть здесь. Когда Дима позвонит в 9:15, я должен ответить. Если я не отвечу или буду в другом месте, он поймет, что его план раскрыт». «Тогда мы останемся с тобой», — решила Анна. «Ты не будешь проходить через это в одиночку». В тот же вечер мы поехали к племяннику Валентины Ивановны. Федор Анатольевич, мужчина лет 35 с серьезным, сосредоточенным лицом, встретил нас у заднего входа в серое здание областной экспертно-криминалистической лаборатории. Мы прошли в его небольшой кабинет, пахнущий химикатами и озоном. Я чувствовал себя персонажем дурного кино, передавая ему маленький пластиковый пакетик с пузырьком, который мы привезли из квартиры Димы. «Михаил Петрович», — сказал он, обращаясь ко мне с уважением, хотя мы не были родственниками, «я сделаю экспресс-анализ, но должен вас предупредить. Если здесь что-то противозаконное, я буду обязан составить официальный рапорт». «Мы понимаем, Федор Анатольевич», — ответила за меня Анна. «Нам нужна только правда». Пока Федор работал в своей лаборатории, мы с Анной сидели в его кабинете, как на иголках. Я смотрел в окно на темнеющий город, и в голове моей билась одна и та же мысль. Как я, его отец, довел до такого? В какой момент я упустил его? Не заметил, что мой мальчик катится в пропасть. «Михаил», — голос Анны вырвал меня из вязких,
самообвинительных мыслей. Вы замечали за Димой еще что-нибудь странное в последние месяцы, кроме звонков? Я стал вспоминать. Он уволился с работы где-то полгода назад. Сказал, что нашел что-то лучше, но так и не уточнил, что именно. С тех пор у него какой-то странный график. То пропадает на несколько дней, не отвечает на звонки, то появляется, как ни в чем не бывало. А месяца 2 назад он спросил меня, не думал ли я продать дом. Говорил, что в моем возрасте лучше жить в небольшой квартире, что так будет проще и безопаснее. Я тогда отрезал, что хочу умереть в доме своих родителей. Он разозлился, сказал, что я упрямый, что не думаю о будущем. Это была наша первая серьезная ссора за много лет. Анна быстро что-то печатала в своем телефоне. «А страховка? У вас есть какая-нибудь страховка жизни, где он может быть выгодоприобретателем?» Прежде чем я успел ответить, в кабинет вернулся Федор. Он снял белые латексные перчатки, и лицо его было мрачнее тучи. «Предварительные результаты готовы», — сказал он тихо. «Это адская смесь. Барбитураты в сочетании с синтетическим производным фентанила. В малых дозах вызывает сильную сонливость, спутанность сознания. В больших — угнетение дыхания и остановку сердца. Это можно обнаружить при вскрытии?» — тут же спросила Анна. «Не всегда. Особенно, если официальной причиной смерти будет названо что-то другое. Например, отравление угарным газом. Нужны специальные, очень дорогие токсикологические тесты, которые делают далеко не во всех случаях». Все встало на свои места. Детали этого дьявольского пазла сложились в одну ужасающую картину. «Он пытался вас убить, Михаил». Голос Анны звучал глухо. «Долги, поддельная доверенность, таймер на газовой трубе — это отрава. Все указывает на то, что он охотится за деньгами. Страховка или наследство. Но у меня нет никакой страховки, кроме той, что с пенсии идет. Там 50, не больше». Пробормотал я, отказываясь верить. «А если он оформил ее без вашего ведома?» — предположил Федор. «Он же работал в страховой. Подделать вашу подпись на документах для него не составило бы труда». Я посмотрел на часы. 6:30 вечера, меньше 3 часов до обычного звонка Димы. «Поехали домой», — решительно сказал я. «Я должен быть там, когда он позвонит». Обратная дорога прошла в гнетущем молчании. В машине Анна сделала еще несколько звонков. Она связалась со своим знакомым из службы безопасности крупной страховой компании, попросила его пробить мое имя по всем базам. Пока мы ждали ответа, она озвучила свою теорию. Что, если он оформил на вас полис, используя ваши документы, которые фотографировал? Он знал все лазейки в системе. Это объясняет все. Ему нужны были ваши личные данные, возможно, даже выписки из медицинской карты, чтобы все выглядело достоверно. Мысль была настолько чудовищной, что мой разум отказывался ее принять. Мой сын планирует мою смерть из-за денег. В 9 вечера, когда мы уже сидели у меня на кухне, телефон знакомого Анны наконец ответил. Она слушала, и ее лицо каменело с каждой секундой. «Ты была права», — сказала она, повесив трубку. Голос ее был едва слышен. «На твое имя 4 месяца назад оформлен полис страхования жизни. В Национальном страховом альянсе. Сумма 15 миллионов рублей. Единственный выгодоприобретатель — Дмитрий Михайлович Сергеев. И еще в полисе есть особый пункт. Сумма удваивается в случае смерти в результате несчастного случая. 30 миллионов.
— прошептал я. 30 миллионов рублей. Цена моей жизни. В этот момент в тишине дома пронзительно зазвонил стационарный телефон. Я вздрогнул. На часах было 9:10. На 5 минут раньше обычного. И он звонил на городской, а не на мобильный. «Не отвечай», — скомандовала Анна. «Он проверяет, дома ли ты». Мы дали телефону прозвонить, пока не включился автоответчик. Голоса не было. Ровно в 9:15 завибрировал мой мобильный. Дима, пунктуальный как палач. «Включи громкую связь», — прошептала Анна. Я кивнул и принял вызов. «Алло, пап?» Его голос был напряженнее обычного. «Как ты?» «Нормально, сынок, а ты как?» «Занят, много работы», — он сделал паузу. «Ты один?» Я посмотрел на Анну, она едва заметно кивнула. «Нет, Анна Сергеевна все еще здесь. Мы с документами важными весь день возимся». Молчание на том конце провода затянулось. Я почти физически ощущал, как он там, на другом конце линии, пытается перестроить свой план. «С какими документами?» «Да так, старые бумаги. А она на ночь останется?» Вопрос прозвучал слишком прямо, почти агрессивно. «Наверное», — соврал я, чувствуя, как холодеет внутри. «Поздно уже, да и дел еще много». Снова тишина. Потом его голос изменился. В нем появились умоляющие, но в то же время требовательные нотки. «Пап, мне нужно поговорить с тобой. Срочно. Наедине. Я могу сейчас подъехать?» Анна яростно замотала головой. «Нет, Дим, сейчас неудобно. Давай завтра. Я тебя на завтрак приглашаю». «Это срочно!» — почти выкрикнул он. «Всего на 5 минут. Правда, не могу сегодня. Мы очень заняты». «Да что у вас там может быть такого важного?» В его голосе прорвалась злость. «Что вы там рассматриваете?» «Дима, поговорим завтра. Я люблю тебя, сынок». «Нет, подожди». Я нажал отбой. Телефон тут же зазвонил снова. Я не ответил. «Он приедет», — сказала Анна, вставая. «Я уверена. Звони в полицию. Сейчас же». Но я не успел. В тишине дома мы оба отчетливо услышали звук. Звук ключа, поворачивающегося в замке задней двери. «Это он», — прошептал я, и ужас сковал мои конечности. Анна схватила свой телефон и быстро набрала номер. «Майор Рыков, это Анна Орлова. Нам нужна немедленная помощь. Улица Полевая, дом 7. Да, он здесь». Она бросила телефон на стол. «Полиция едет, но они будут здесь минут через 10, не раньше». Замок щелкнул. Дверь медленно отворилась. «Пап, ты здесь?» Голос Димы звучал обманчиво спокойно. Мы с Анной замерли, переглянувшись. Мой дом был крошечным, прятаться было негде. «Я знаю, что ты здесь», — продолжал он, входя на кухню. «Твоя машина во дворе. Я принял решение». Я встал. Анна попыталась удержать меня, но я жестом показал ей оставаться на месте. «Я здесь, сынок», — сказал я, выходя в коридор и встречаясь с ним лицом к лицу. Дима стоял посреди кухни, рядом с плитой. Именно там, где еще несколько часов назад был установлен таймер. В руках у него был небольшой рюкзак. Его взгляд лихорадочно метался по кухне, будто что-то ища. «Где Анна?» — спросил он. Голос его был сдержанным, но глаза горели нездоровым огнем. «Вышла в магазин. Что такого срочного, что не могло подождать до утра?» Он положил рюкзак на стол. «Я хотел поговорить о доме. Я все думал о нашем разговоре.
о том, что тебе стоит его продать. Я уже сказал тебе, Дима, я не продам дом. Он подошел к плите, заглянул за нее и тут же заметил, что устройства нет. «Ты что-то двигал здесь?» Его голос стал напряженным. Газовщик приходил. Утечка была небольшая. Он впился в меня взглядом, оценивая мой ответ. Потом, без предупреждения, он открыл свой рюкзак и достал оттуда пузырек. Точную копию того, что мы нашли у него в квартире. «Я тебе витамины принес», — сказал он, ставя пузырек на стол. «Для давления. Очень хорошие. Тебе нужно их принять сегодня, перед сном». Мое сердце колотилось так громко, что я боялся, он его услышит. «Спасибо, но я уже выпил свои лекарства. Это новое, более эффективное». Он открыл пузырек и высыпал на ладонь 2 белые таблетки. «Прими сейчас. Будешь лучше спать. Я лучше до завтра подожду. С врачом проконсультируюсь». Выражение его лица изменилось. Маска спокойствия слетела, и я увидел в его глазах то, чего никогда не видел раньше. Холодную, расчетливую пустоту. «Я настаиваю, папа. Это для твоего же блага». Он шагнул ко мне, протягивая руку с таблетками. В этот момент в дверях кухни появилась Анна. «Полиция приехала, Михаил», — сказала она громко и четко. Дима резко обернулся. Его рука инстинктивно сжалась в кулак, пряча таблетки. «Полиция? Зачем ты вызвала полицию?» Его голос задрожал. Прежде чем я успел ответить, в кухню вошли 2 в форме. За ними майор Рыков в штатском. «Дмитрий Сергеев?» — спросил Рыков. Мой сын молча кивнул, его взгляд метался от меня к Анне, к полицейским. «У нас есть к вам несколько вопросов. По поводу устройства, найденного в этом доме. По поводу пузырька с контролируемыми веществами. И по поводу одного страхового полиса, оформленного 4 месяца назад. Предлагаю вам проехать с нами в отделение». Дима посмотрел на меня. В его глазах был панический ужас. На одно мгновение я увидел в нем того маленького испуганного мальчика, которого когда-то утешал после ночных кошмаров. А потом его лицо снова окаменело. «Я не понимаю, о чем вы», — сказал он. «Я просто приехал навестить отца, привез ему витамины». Майор указал на пузырек на столе. «Это и есть витамины? Вы не будете возражать, если мы их отправим на экспертизу?» И тут Дима сломался. Его плечи опустились. Все напряжение схлынуло, оставив на лице лишь выражение полной сокрушительной безнадёги. «Он мне приказал», — пробормотал он так тихо, что я едва расслышал. «Сказал, что это единственный выход». «Кто приказал, сынок?» — спросил я, осторожно подходя ближе. Дима поднял на меня пустые, выжженные глаза. Человек из угла. Тот, который говорит со мной, когда никого нет рядом. Он сказал, если я этого не сделаю, он придет за мной. Ледяной холод прошел по моей спине. В кухне не было никакого человека в углу. Мой сын говорил о голосах в своей голове. В тот момент, когда полицейские надевали на Диму наручники, мир для меня окончательно рухнул. Он не сопротивлялся, его тело обмякло, как у тряпичной куклы. Пока они зачитывали ему его права, я смотрел на него и не видел перед собой ни преступника, ни убийцу. Я видел только своего сломленного, больного ребенка. Полицейские изъяли пузырек с витаминами, обыскали его рюкзак, где нашли еще какие-то инструменты и провода, похожие на те, что были в таймере. Все это складывалось в аккуратные пакеты для улик, и каждый такой пакет был как гвоздь, забиваемый в крышку гроба нашей прежней жизни. «Михаил Петрович». Майор Рыков подошел ко мне, когда Диму уже выводили из дома.
Нам понадобится ваше официальное заявление завтра утром. И я думаю, вам стоит подумать о ходатайстве о проведении психиатрической экспертизы для вашего сына». Я молча кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Я смотрел, как его сажают в полицейскую машину. На мгновение он поднял голову, и наши взгляды встретились через стекло. В его глазах больше не было ни холода, ни угрозы, только бесконечная, всепоглощающая пустота. И в этой пустоте я увидел столько боли, что мое собственное сердце, казалось, разорвалось на части. Как я этого не видел? Как я, его отец, не почувствовал, что мой сын так страдает? «Это не твоя вина, Михаил», — сказала Анна, положив мне руку на плечо, будто прочитав мои мысли. «Такие болезни, их очень трудно распознать, даже самым близким. Когда все уехали, и в доме воцарилась тишина, я остался один. Я сел на тот самый стул на кухне, где сидел каждый вечер, посмотрел на телефон. Впервые за 3 месяца он не зазвонил в 9:15, но вместо облегчения я почувствовал лишь зияющую бездонную пустоту. Мой сын был в камере, ему грозили страшные обвинения, а я только что осознал, что угроза моей жизни исходила не от того сына, которого я знал, а от темной чудовищной болезни, которая поглотила его разум и превратила в незнакомца. Этой ночью я не спал. Как можно спать, зная, что твой ребенок в тюремной камере обвиняется в покушении на твою жизнь? Рассвет я встретил в гостиной с чашкой остывшего кофе в руках. Я снова и снова прокручивал в голове последние месяцы, пытаясь найти тот момент, ту трещину, с которой все началось. Не находил. В 7 утра в дверь постучали. Это была Анна. Под ее глазами залегли темные круги. Она тоже почти не спала. «Как ты, Михаил?» — спросила она, хотя ответ был очевиден. «Раздавлен», — признался я. «Все думаю, что должен был заметить. Должен был что-то сделать. Не мучай себя. Сейчас главное — помочь ему». Она, как всегда, была права. Ее способность сохранять ясную голову в такие моменты была моим единственным спасением. «Я говорила с Рыковым утром», — продолжила она. «Дима провел ночь в медицинском блоке следственного изолятора. Его осмотрел дежурный психиатр. Предварительный диагноз — острый психотический эпизод. Врач подозревает параноидную шизофрению, но для точного заключения нужны дополнительные обследования». Слово «шизофрения» ударило меня как обухом по голове. Я слышал о такой болезни, но всегда воспринимал ее как нечто далекое из фильмов, то, что случается с другими, но никогда с твоей семьей. Что теперь будет? Сегодня в 10 утра судебное заседание по мере пресечения. Судья будет решать, оставить ли Диму под стражей или перевести в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. «Мы должны быть там», — сказал я, поднимаясь. «Конечно», — кивнула Анна. «Но перед этим с тобой хочет кое-кто поговорить». Не успел я спросить, кто это, как в дверь позвонили. Анна открыла, и на пороге я увидел женщину, которую не видел уже почти 2 года. Ксения, бывшая жена Димы. «Михаил Петрович», — сказала она, подходя и неуверенно обнимая меня. «Мне так жаль. Они с Димой были женаты 5 лет. Развелись тихо, без скандалов. Не сошлись характерами, так объяснил мне тогда сын. Я не лез, считал, что это их личное дело. Ксюша
«Что ты здесь делаешь?» Мне Анна ночью позвонила. Рассказала, что случилось. Она села напротив меня, нервно теребя в руках платок. «Михаил Петрович, есть вещи, которые вы должны знать о Диме. Вещи, о которых я вам никогда не рассказывала». Мое сердце сжалось в предчувствии. Что за вещи? Дима начал меняться 3 года назад, незадолго до нашего развода. Сначала это были мелочи, забывчивость, рассеянность. Он мог замереть посреди комнаты и смотреть в одну точку по несколько минут. Иногда бормотал что-то себе под нос, но это не так уж и странно. Пробормотал я, хотя ком в горле становился все больше. Потом стало хуже. Он начал обвинять меня в том, что я состою против него в заговоре. Говорил, что я перекладываю его вещи, чтобы сбить его с толку. Однажды я застала его ночью на кухне в темноте. Он был уверен, что кто-то пробрался в квартиру, чтобы нас отравить. Каждое ее слово было как удар ножом. «Почему? Почему она молчала? Почему ты мне ничего не сказала, Ксюша?» Она опустила глаза. Он заставил меня пообещать, что я не буду вас волновать. Говорил, что сам справится, что это просто стресс на работе. Он начал ходить к психиатру, доктору Морозову. Какое-то время на таблетках ему стало лучше. На каких таблетках? Антипсихотики, я не помню точное название. Когда мы развелись, он все еще принимал их. Он обещал мне, что продолжит лечение. Все кусочки мозаики теперь вставали на свои места. Долги, странное поведение, звонки. «Думаешь, он бросил пить лекарства?» — спросил я. «Скорее всего. После развода он потерял хорошую страховку от работы. А эти препараты и консультации доктора Морозова — все это очень дорого. Наверное, он решил, что сможет обойтись сам». Анна, молча слушавшая наш разговор, вмешалась. «Нам нужно поговорить с этим доктором. Я могу вам сказать кое-что еще», — добавила Ксения. «Ближе к концу нашего брака Дима был одержим идеей, что за ним следят. И что следят именно через вас, Михаил Петрович. Через меня?» Я не верил своим ушам. Он верил, что они, он никогда не уточнял, кто, установили в вашем доме прослушку. Что они используют ваш телефон, чтобы следить за ним, даже когда его нет рядом. Поэтому он стал реже к вам ездить. И поэтому он звонил каждый вечер, прошептал я, наконец понимая эту извращенную, больную логику. Он хотел убедиться, что я один, что никто посторонний не слушает. На часах было 8:30. Нам нужно было ехать в суд. Я пошел в душ, надел чистую рубашку. Я не знал, что меня ждет, но хотел выглядеть достойно. Ради Димы. Ради своего сына. В здании суда было холодно и гулко. Майор Рыков ждал нас в коридоре. Рядом с ним стоял мужчина средних лет, сидеющий бородой и спокойным умным лицом. «Михаил Петрович, это доктор Морозов», — представил его Рыков. «Я лечил Дмитрия 3 года», — сказал доктор, пожимая мне руку. «Я глубоко сожалею, что не смог этого предотвратить. Он перестал приходить на приемы около полугода назад. Это, к сожалению, типично для пациентов с его диагнозом». В зал суда Диму ввели под конвоем. Он был в серой тюремной робе, руки в наручниках. Он выглядел потерянным. Когда его взгляд наткнулся на меня, он вздрогнул, но я не смог прочитать в его глазах ничего, кроме страха и смятения. Прокурор зачитывал обвинения. Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, подделка документов, мошенничество в сфере страхования. Каждое слово било меня наотмашь, а потом меня вызвали для дачи показаний.
«Желаете ли вы предъявлять обвинение вашему сыну?» — спросил судья, пожилой мужчина с усталыми, но добрыми глазами. Я посмотрел на Диму. Он сидел, опустив голову, и казалось, что он находится где-то очень далеко, в своем собственном, невидимом аду. «Нет, Ваша честь», — твердо ответил я. «Мой сын болен. Ему нужно лечение, а не тюрьма». Дима поднял голову. Впервые за долгое время наши взгляды встретились. И я увидел в его глазах боль, растерянность и отголосок того самого мальчика, который когда-то просил меня проверить, нет ли под кроватью монстров. Показания доктора Морозова были длинными и подробными. Он объяснял суду природу шизофрении, то, как параноидальный бред строит для больного альтернативную реальность, в которой он живет и действует. «По моему мнению, — заключил доктор, — Дмитрий Сергеев в момент совершения преступления не осознавал в полной мере преступный характер своих действий. Его болезнь затуманила его рассудок». Судья выслушал все стороны и объявил свое решение. Суд постановляет признать Сергеева Дмитрия Михайловича невменяемым в момент совершения инкриминируемых ему деяний, освободить от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. Когда Диму уводили, он не смотрел на меня. Я остался сидеть в пустом зале суда. Все было кончено. Мой сын был жив, он не сядет в тюрьму. Но облегчения не было. Была только тишина. Та самая тишина, которая теперь поселилась в моем доме вместо его звонков. Тишина, наполненная горьким знанием. Я не смог спасти своего сына от монстров, потому что главный монстр жил не под кроватью, а в его собственной голове. И я, его отец, этого не заметил. Прошло полгода. За окном бушевал май, природа просыпалась к жизни, а моя собственная жизнь, казалось, наоборот, впала в вечную холодную зиму. Я по-прежнему жил в своем старом доме, по-прежнему подрабатывал в мастерской, по-прежнему пил чай из той самой чашки с отбитой ручкой. Но все было другим. Воздух стал другим. Тишина стала другой. Раньше тишина в доме была для меня синонимом покоя. Теперь она была оглушительной. В ней больше не было ожидания звонка в 9:15. В ней не было скрытой тревоги. В ней не было ничего, кроме звенящей пустоты. Иногда по ночам я просыпался, и мне казалось, что я слышу его голос. «Пап, ты один?» Я садился на кровати, сердце колотилось, и я долго вслушивался в темноту, пока не понимал, что это лишь эхо, застрявшее в моей памяти. Раз в 2 недели мне разрешали навещать Диму. Он находился в областной психиатрической больнице специализированного типа, в закрытом отделении с интенсивным наблюдением. Это было мрачное кирпичное здание за высоким забором. Место, где время, казалось, остановилось. Наши встречи проходили в специальной комнате под присмотром санитара. В первый раз, когда я его увидел там, я его не узнал. Лекарства сделали свое дело. Он пополнел, движения его стали вялыми, заторможенными. Взгляд был потухшим, направленным куда-то внутрь себя. Он почти не говорил. Я сидел напротив, рассказывал ему о новостях, о соседях, о том, как расцвела наша старая яблоня. Он слушал, кивал, но я не был уверен, что он понимает меня.
что он вообще здесь, со мной, а не в своем собственном, недоступном для меня мире. Его лечащий врач, пожилой уставший психиатр, говорил со мной осторожно, подбирая слова. «Состояние стабильно тяжелое, Михаил Петрович. Мы сняли острую фазу психоза. Голоса его больше не мучают. По крайней мере, он так говорит. Но болезнь никуда не делась. Это на всю жизнь. Нам нужно подобрать терапию, которая позволит ему вернуться к какому-то подобию нормальной жизни. Но это долгий, очень долгий путь». Я спрашивал его, помнит ли Дима то, что сделал. «Помнит», — вздыхал врач. Но его воспоминания фрагментарны, искажены бредом. Он понимает, что случилось что-то ужасное, но не может до конца осознать свою роль в этом. Для него это как страшный сон, который он видел наяву. Он говорит о человеке из угла, который заставлял его все это делать, как о реальном существе. Его чувство вины переплетено с его болезнью. Во время одного из визитов, когда я уже собирался уходить, Дима вдруг поднял на меня глаза. В его взгляде промелькнуло что-то осмысленное, что-то от моего прежнего сына. «Пап», — тихо сказал он, — «прости». Одно это слово. Я ждал его и боялся его одновременно. Я просто кивнул, не в силах ничего ответить. Я положил свою руку на его, лежавшую на столе. Его рука была холодной и безвольной. Анна Сергеевна заезжала ко мне почти каждую неделю. Привозила продукты, помогала с бумагами. Она стала моей единственной опорой, молчаливым свидетелем моего горя. Мы редко говорили о случившемся. Все уже было сказано. Однажды она приехала с новостями. Страховая компания аннулировала тот полис. Мошенничество было доказано. Деньги, которые Дима занял у меня, так и не нашлись. Он потратил их на погашение самых срочных долгов перед какими-то темными личностями. Но это все уже не имело значения. Иногда я думал о том, что было бы, если бы я не солгал в тот вечер. Если бы я, как обычно, ответил: «Да, сынок, я один». Таймер на газовой трубе сработал бы в 3 часа ночи. Врачи констатировали бы смерть от несчастного случая. Дима получил бы свои 30 миллионов, расплатился бы с долгами и жил бы с этим дальше. Смог бы он жить? Или его монстры сожрали бы его изнутри? Я не знал ответа. Страшнее всего было осознавать, что я любил своего сына. Я любил того мальчика, которого растил, которым гордился. И я любил этого сломленного, больного человека, сидящего напротив меня в больничной пижаме. И эта любовь была моим главным мучением, потому что я не мог его ненавидеть. Я мог только жалеть и винить себя. Я часто возвращался мыслями к тем звонкам. «Пап, ты один?» Теперь я понимаю. В этом вопросе была не только его больная паранойя. В нем был его собственный, невысказанный крик. Это он был один. Один на один со своим безумием, со своими долгами, со своими страхами. Один в мире, который стал для него враждебным и полным угроз. А я, его отец, был так слеп, что не видел этого. Я слышал слова, но не слышал отчаяния, которое стояло за ними. Моя история — это не детектив. Здесь нет победителей. Здесь только проигравшие. Проиграл мой сын.
чья жизнь сломана навсегда. Проиграл я, старик, доживающий свои дни в пустом доме с призраками прошлого. Сегодня я снова принес ему яблок из нашего сада. Он взял одно, медленно откусил. «Вкусные», — сказал он. И это было первое слово, которое он произнес за всю нашу встречу. Я смотрел на него, и в груди что-то дрогнуло. Может быть, это надежда, крошечная, слабая, как росток, пробивающийся сквозь асфальт. Надежда на то, что однажды он снова сможет почувствовать вкус жизни, а не только вкус яблок. А до тех пор я буду рядом. Я буду приходить к нему, говорить с ним, даже если он молчит. Потому что я его отец. И как бы ни было страшно, я больше никогда не оставлю его одного.